Здравствуйте! В эфире передача «Будем вместе». Тема нашей сегодняшней передачи – профориентационная работа Центра занятости с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Мы расскажем о поездке детей из нашей республики в Москву на празднование Международного дня защиты детей. Ну а начнем по традиции с рубрики «Ищу семью». Знакомьтесь, родные сестры Лена, Катя и Ира. Лена – старшая сестра, ей 13 лет, добродушная, мягкая, послушная и отзывчивая девочка. Лена – хозяйственная и трудолюбивая. Любое поручение, будь то глажка вещей, уборка, полив теплицы, Лена выполняет легко и добросовестно. Девочка жизнерадостная, веселая и открытая. Средняя сестра Катя, ей 11 лет, ласковая, спокойная и общительная девочка. Лена, ты у нас, когда вырастешь, кем станешь? Не знаю. Пока еще не решила, да? Угу. Ну, Катя, наверное, решила. Да, повара. Поваром? А какое блюдо ты умеешь готовить? Разно. Разное, да? Ну, твое самое любимое блюдо? Борщ. Самая младшая из сестер Ира, ей 8 лет. Ира, что ты рисуешь? Природу. Молодец. А ты любишь природу? А где Да. ты была? В лесу. Хорошо. Ира, сколько тебе лет? 8. 8. Ты тогда в школу ходишь, да? Ну, пока что. Подготовительную. Понятно. А ты бы хотела ходить в школу? А что в школе делают? Занимаются, учатся хорошо, читают, пишут. Ира, а ты думала, кем ты станешь, когда вырастешь? Стюардессой. Стюардессой? Ух ты! Я даже этот стих умею рассказать. Расскажи. У меня растут года, будет и 17. Где работать мне тогда, чем мне заниматься? Буду в небе я летать, стюардессой стать хочу, в самолете полечу. Ира легко запоминает стихотворения и с интересом занимается правописанием. Девочка усидчивая и старательная. Старшая сестра Лена с удовольствием и ответственностью заботится о младшей сестренке Ире, оберегает и поддерживает ее во всем. Девочки любят рисовать природу. Ира учится у Лены и слушается ее во всем. Лена и Катя также любят проводить время вместе. Девочки никогда не ссорятся, заботятся друг о друге. Они разносторонне развиты, занимаются в кружках дополнительного образования, танцевальном, экологическом, хоровом и других. Принимают активное участие во всех мероприятиях и очень любят петь. Вот уже 2 дня подряд я сижу рисую, красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет, самый свой любимый цвет. Мы надеемся, что для девочек найдется семья. Оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевые ребята, оранжевые песни, оранжево поют. Процесс выбора профессии является достаточно сложным для каждого человека, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, он особенно сложен, так как обусловлен особенностями психофизического развития, специфическим образом жизни и ограниченным кругом общения. И здесь очень важна профориентационная работа, проводимая Центром занятости. Мы работаем индивидуально, проводим тестирование, личные беседы. Также есть групповая работа у нас. Работаем с управлением образования. Форма работы у нас в основном лекции, тренинги, семинары, профориентационные игры. Самой эффективной формой являются у нас профориентационные экскурсии, так как на пороге взрослой жизни каждый школьник, я думаю, должен быть социально адаптирован.
и поэтому каждый учащийся мог сам посмотреть своими глазами, как вообще проходит процесс обучения. Вот. Мы выезжаем, допустим, в марте у нас была экскурсия в технологический техникум сервиса. Мы проводили экскурсию для 9-классников с Центра помощи Берегине. Вот. То есть специалист им подробно рассказывал о приеме поступления, показали учебно-лабораторный корпус. Также ознакомились с кондитерским цехом, швейные мастерские показали. Вот. Также у нас экскурсии есть в Центре занятости. В феврале этого года мы проводили экскурсию для адаптивной школы-интернат номер 28, где мы показали специфику нашей работы, вот, и ознакомились с нашими услугами. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, очень важно помочь правильно выбрать профессию и успешно трудоустроиться. Чтобы они не потерялись в этой жизни, необходимо максимально уделять внимание их профессиональной ориентации. Необходимо оказывать им психологическую поддержку, если они в той или иной мере подвержены проблемам, которые связаны с объективными причинами. И необходимо им помогать, необходимо им их наставлять и не заканчивать этот процесс на какой-то одной точке. Если человек выпустился из учебного заведения, нельзя его забывать. Нужно как-то интересоваться, узнавать, как он дальше идет по жизни. Если человек трудоустроился, мы тоже не ставим на этом точку. Мы постоянно поддерживаем связь с работодателем. Мы узнаем о том, как наш посетитель, который получил от нас услугу по трудоустройству, закрепился ли он на рабочем месте, идет ли он дальше по этому пути, работает ли он хорошо, качественно, не нужна ли ему какая-то еще поддержка. 1 июня в Москву на празднование Международного дня защиты детей съехались ребята со всех регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Нашу республику представляли дети, победители конкурсов Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Дети побывали в Москве по приглашению Российского детского фонда и его председателя Альберта Анатольевича Лиханова. Поездка подарила всем не только посещение самых значимых мест Москвы, но и знакомство с детьми из других регионов. Так, ребята из нашей республики познакомились и подружились со сверстниками из Абхазии. На вечере дружбы дети рассказали о нашей республике и достопримечательных местах, а также продемонстрировали свои таланты. На память о нашей республике дети подарили новым друзьям из Абхазии и Башкирии сувениры, сделанные своими руками. Нашу республику представляли дети, победители конкурсов Международного детского фонда «Дети Саха-Азия». Среди них 10-летний Захар из Алданского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Захар – победитель конкурса «История моих побед». Мальчик впервые побывал в Москве, и поездка оставила у него самые яркие воспоминания. Поездкам в Москву на празднование Дня защиты детей удостоились также победители творческого конкурса «Наследник земли Олонхо» Розалия Федотова из Высшей школы музыки, Валерия Николаева, ученица детской школы искусств поселка Депутатский, Айсхан Яковлев из Национальной гимназии, победитель республиканского конкурса чтецов Аргунов Андрей, Югов Власий и Семенов Артем из Якутска, а также победитель конкурса «История моих побед» Настя из приемной семьи Кайдаловых из Амги. Дети поделились своими впечатлениями о пребывании в Москве. Всем привет! Мы приехали в Москву, потому что мы выиграли разные конкурсы фонда «Дети Саха-Азия». Первое место, где мы поехали в Кремль, там было очень красиво. Потом мы поехали в музей Великой Отечественной войны. Мне там понравились диорамы великих сражений.
Еще увидели мы там в музее техники побывали. Еще там мы увидели, когда ходили в этот зал, там видели эти, как его, слезы матерей. Слезы матерей. Да. Также мы там увидели целую стену героев, тех, кто помог как-то, защищал своих родителей, и не только. На следующий день мы поехали в Царицыно. Там мы увидели самые красивые архитектурные строения, которые строила Екатерина, которые попросила построить Екатерина II. Потом мы поехали в зоопарк и увидели там слонов, Обезьян. Верблюда. Мы побывали в легендарном ресторане «Метрополь», который был построен в начале 20 века. После этого мы ходили на Большой театр. Там было очень интересно. Мы смотрели спектакль «Кай и Герда». В Большом театре нас поздравлял знаменитый русский писатель Альберт Миханов. Также он подписал для власти специальную книгу. И мы вместе с ним сфотографировались. Очень было, как это сказать, приятно его увидеть. Мне вообще все очень сильно понравилось. Наши дни были насыщенными разные экскурсии. Также нас очень вкусно кормили, что никогда не забудем. Очень насыщенная программа была, хорошая. Очень благодаря этому мы смогли побывать в самых лучших местах Москвы. Очень было весело и интересно, также познавательно. Желаю детскому фонду «Дети Саха Азия» много процветания в дальнейшем. Удачи. Чтобы все у них получалось. У них были очень интересные мероприятия, знакомство с друзьями. Мне очень понравилось. Хочу, чтобы еще больше так. Хочется, чтобы фонд также развивал детей, чтобы они верили в себя и также пробуждали свои внутренние таланты, показывали внутри самого себя, чтобы они... Также пускай фонд всегда будет заботиться о детях, без разницы. Пускай хоть даже и о тех, которые могут находиться очень и очень далеко на нашей России. У нас же ведь наша Россия это большая. Международный детский фонд «Дети Саха Азия» и Российский детский фонд подарили детям из нашей республики яркие и счастливые эмоции, незабываемую поездку в Москву, которая навсегда останется в их памяти. Эта поездка, безусловно, повлияет на духовно-нравственное воспитание детей и сформирует в них определенные гражданские качества. Ведь в наше непростое время необходимо больше времени уделять воспитанию и самоопределению молодежи. Мы встретимся с вами, как обычно, через неделю. Всего вам доброго. До свидания.